Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Дорогие братья, поскольку среди нас есть разного степени слушателей, то есть немножко обладающие знаниями, и есть, которые не обладающие знаниями хадиса, думаю, полезно будет для нас в общем некоторую информацию знать об науке хадиса. О науке хадис перед тем, как вступить сами хадисы. Что называется хадисом пророка, алейхиссалату вассалам? Ибн Хаджар, рахимахуллах аль-Аскаляни, когда делает шарх на Сахих аль-Бухари, он такое определение дает ему. Хуа ма удифа иля наби саллаллаху алейхи вассалам. Такое общее. Все, что относится к пророку, алейхиссалату вассалам, это хадис назвал Ибн Хаджар аль-Аскаляни, рахимахуллах, в шарх аль-Бухари. Есть другие, которые другой комментарий дают, тоже такой же, просто более подробно они говорят. Это ильмун яштамилу аля аквали наби саллаллаху алейхи вассалам, ва аф'алихи, ва такриратихи, ва сифатихи, ва риваятиха, ва дабтиха, ва тахрири альфадиха. Наука хадис – это та наука, которая изучает и охватывает все слова пророка, алейхиссалату вассалам, все его деяния, ва такрирати и его подтверждения, ва сифати и также его сифати и его качества. Подтверждение, когда говорится, то есть имеется в виду при пророке, алейхиссалату вассалам, при его присутствии, если кто-то что-то скажет или что-то сделает, пророк, алейхиссалату вассалам, у него будучи возможно, если он это не критиковал, то есть оставил, подтвердил, то есть это тоже считается дозволенным действием и входит такрир этого пророка, алейхиссалату вассалам, в хадисы пророка, алейхиссалату вассалам. Например, как некоторые асхабы ели гиену, это животное, которое гиена. Пророк, алейхиссалату вассалам, хоть его сам не ел, но при нем, когда ели, он ничего не сказал, это означает, что это тоже можно его кушать. Ва сифати и также его качество и его сифаты. Также в этой науке изучается риваят этих хадисов, дабтуха, достоверность, насколько точно передали этот хадис, и передатчики этого хадиса заслуживают ли принимать у них хадис или нет, насколько достоверны эти передатчики. Ва дабтиха, ва тахрири альфадиха. Есть другой ильмуль хадис, тоже делится на риваятан и дираятан. Риваятан, вот это передавание этих хадисов, как мы сейчас читали это определение. Ильмуль хадис и дираятан, это когда изучается правила принятия этих хадисов. Вот такое определение на арабском. Ильмун би каванинин ю'рафу биха ахвалю санади валь матни. Ильмуль хадис и дираятан, это та наука, которым изучаются правила и законы, которым узнается состояние цепочки передатчиков хадиса и также состояние этого матна, текста этого хадиса. Вот эта наука, знание этих правил, это изучается в науке ильму мусталах аль-хадис. Цель от этой науки ильму мусталах аль-хадис какая? Мы в прошлом лекции тоже немножко отметили, насколько важно это ильму мусталах аль-хадис. Это ильму мусталах аль-хадис, если бы не было бы у мусульман, то каждый говорил бы в исламе и про ислам, что ему угодно, что ему в голову придет. Это мусталах аль-хадис, это та наука, которая тебя делает убежденным, то, что это сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Никто ничего не добавил, никто ничего не убавил, ничего не изменил, который не допускает этих искажений и изменений. Вот это наука ильму мусталах аль-хадис, это его заслуга. Этим самым, тем, что у мусульман есть эта наука мусталах аль-хадис, они защитили ислам, защитили Коран и хадис пророка и религию от вот этих искажений. И также например, более исраилият, который называется в книгах, в тафсирах тоже есть. Исраилият — это те рассказы, которые рассказывают люди Писания из своих книг, уже которые искаженные информации о мире и так далее, другие информации, которые передают Ахлюль Китаб, люди Писания. Там есть очень много, которые противоречат и науке, и которые противоречат и разуму тоже. Вот такие разные хурафаты, разные эти
были бы в исламе тоже, если бы это не наука ильму мусталахуль хадис, который очищает то, что не от пророка, алейхиссалату вассалам, то, что ложное, которое не относится к исламу, от ислама. Суннат пророка, алейхиссалату вассалам, в исламе она занимает второе место по значимости после Корана, священного Корана. Всевышний Аллах в Коране обращается к нам и говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману, ати'у Аллаха ва расулаху», говорит, садакаллаху аль-азим. Суратуль Анфаль, 2 аят. Здесь обращается Аллах к мусульманам и говорит: «О уверовавшие, будьте покорны Всевышнему Аллаху и будьте покорными Его посланнику, алейхиссалату вассалам». Вот некоторые люди бывают, которые говорят: мы будем только читать слова Всевышнего Аллаха и будем на Него только опираться, нам не нужно суннат. Вот такие глупые некоторые есть, хоть их мало. Вот для них как раз таки этот аят обращается. Если они истинно верующие, Аллах говорит им: будьте покорными Аллаху и Его посланнику. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Ман юти'ир расуля факад ата Аллах». Бисмиллахир рахманир рахим. «Ман юти'ир расуля факад ата Аллах». Тот, кто покорен Всевышнему Аллаху, тот, кто покорен посланнику Аллаха Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, воистину он покорен и Всевышнему Аллаху, говорится. В другом аяте Аллах говорит также: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Ва ма кана ли муъминин ва ла муъминатин иза қада Аллаху ва расулуху амран ан якуна лахумул хиярату мин амрихим». Смысл аята такого: когда если какой-то вопрос возникает спорный между двумя, и Аллаху Та'ала и Его посланник, когда какой-то суд, решение принимают по этому поводу, верующий человек, будто он или мужчина, или женщина, у него не должно уже дальше вопросов оставаться, если конкретное решение шариатское есть. Вот бывают некоторые люди, которые обращаются к имамам, два спорящие люди, приходят, но перед тем, как туда прийти, он изучает, ему выгодно ли пойти к имаму или нет, если решение, которое он принимает, будет его в пользу шариат или нет. Если ему выгодно это, он его призывает к этому имаму: пойдем, что скажет шариат, это сделаем. Если это ему не выгодно, он никак туда не пойдет. Вот как раз к этим людям касается тоже такой аят. Раз ты верующий человек, который веришь в Аллаха и Его посланника Мухаммада, алейхиссалату вассалам, когда какое-то решение принимается, ты уже не должен после этого вопроса у тебя оставаться. Ты должен согласиться с этим решением. Также в другом аяте Всевышний Аллах говорит, сурат Нур, 48 и 52 аяты: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Ва иза ду'у иля Аллахи ва расулихи лияхкума байнахум иза фарикум минхум му'ридун. Ва ин якун лахумул хакку я'ту илайхи муз'инин. Афи кулубихим марадун ам иртабу ам яхафуна ан яхифа Аллаху алейхим ва расулуху. Бал улаика хумул залимун. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون». صدق الله العظيم. Общий смысл этих аятов: Аллах Та'ала говорит здесь, когда призывают некоторых людей к решению Всевышнего Аллаха и к решению посланника Мухаммада, алейхиссалату вассалам, чтобы они рассудили между ними, некоторые из них не соглашаются с этим и отворачиваются. Если им это выгодно, то они к этому покорно идут, к этому шариату. А когда это им не выгодно, они от этого, как мы сейчас говорим о некоторых людей, они от этого отказываются. В их сердцах болезнь, или же сомнение, или же они боятся, говорят, что Аллах Та'ала будет притеснять их, и Его посланник говорит: «Баль улаика хумул залимун». Если они вот такого убеждения, если они так думают, что шариат или то, что Всевышний Аллах и Его посланник не будут справедливы по отношению к ним, тогда они сами на самом деле притесняют самих себя тем, что подвергают себя наказанию Всевышнего Аллаха. Воистину верующие люди, когда их призывают к Аллаху и Его посланнику Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, чтобы он рассудил между ними, лияхкума байнахум, они должны говорить, мы верующие должны сказать: «Сами'на ва ата'на». Слушаем и покоряемся тому, что Аллах Та'ала говорит и Его посланник, алейхиссалату вассалам. Вот так, когда призывают, мы должны согласиться с этим. «Ва уляйка хумуль муфлихун». Воистину эти люди, которые счастливые, которые обрели успех в обоих мирах.
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, тот, кто покорен Всевышнему Аллаху и его посланнику Мухаммаду алейхиссалату вассалам, وَيَخْشَى Аллаха, и он боится Всевышнего Аллаха, وَيَتَّقْهِ, и соблюдает его призывы и отвергается от его запретов, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, воистину эти люди, которые обрели успех. Это сурат Нур, 48-52 аяты. Вот из этих аятов тоже понятно, какое место для мусульманина значит хадисы пророка, алейхиссалату вассалам. Какое значение имеет в исламе суннат посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Аль-имам Шафии, рахимахуллах, вот в комментарии этих аятов, которые мы сейчас прочитали из сурата Нур, говорит: أعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله, говорит. الحاكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحاكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Аллах в этих аятах дает знать верующим людям то, что их призыв к тому, чтобы они обратились к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам, чтобы он рассудил между ними, воистину это призыв к тому, чтобы Аллах Та'ала рассудил между ними. Поскольку этот Мухаммад, алейхиссалату вассалам, посланник Аллаха, если они وَإِذَا سَلَّمُوا لِحُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّمَا سَلَّمُوا لِحُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّمَا سَلَّمُوا لِحُكْمِهِ بِفَرْضِ اللَّهِ, говорит. Если эти люди, они довольствуются и бывают покорными решению посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, воистину они покорны решению самого Всевышнего Аллаха, потому что Аллах обязал быть покорными его посланнику, алейхиссалату вассалам. Это книга Рисала, 92 страница. И еще значение сунната пророка, алейхиссалату вассалам, и какую роль играет по отношению к Корану. Книга Усул Фикх разъясняет этот момент. Воистину, суннат пророка, алейхиссалату вассалам, она играет одну из трех ролей, говорит, по отношению к Корану. Первое, говорит, имма ахкамун мукаррира ли ахкамил Коран. Первая часть хадисов, которые подтверждают то, что сказано в Коране. Например, в Коране обязывает же мусульман совершать 5 раз намаз, не так ли? Обязывает поститься в месяц Рамадан, выплачивать закат, совершать хадж. В Коране запрещает, например, прелюбодеяние, воровство, невинное убийство, ослушание родителей и другое, и зулму. Эти же вещи и в хадисах тоже есть пророк, алейхиссалату вассалам, который то же самое говорит. Обязывает, чтобы мы совершали 5 раз намаз и уразу и так далее, и другие моменты. Все, что сказано в этих аятах про эти темы, также сказано и в хадисах пророка, алейхиссалату вассалам. Поэтому часть из этих хадисов мукарриратун ли ахкамил Коран, подтверждает то, что сказано в Коране. Другая часть хадисов есть, которые мубайинатун ляха, разъясняющие, более подробно раскрывающие то, что в общем сказано в Коране. Например, вот в Коране, который Аллах Та'ала говорит: «Я а'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, я айюхаллазина акимус салата, я айюхаллазина аману акимус салата ва атуз заката». О верующие, совершайте намаз и выплачивайте закат. Но в Коране же не сказано, например, намаз как совершать тебе подробно. Утренний намаз надо 2 раката совершать, и именно как его совершать нужно, какое время совершать нужно, и так далее. Условия подробные, такие детально вот так не описывается же в Коране, ни утренний намаз, ни другие намазы. Это уже поручено пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, чтобы он уже объяснил людям, как надо уже совершить уже намаз. То есть в Коране сказано в общем велении, а пророк, алейхиссалату вассалам, пришел, чтобы подробно разъяснить то, что сказано в Коране. Об этом сам Всевышний Аллах в Коране говорит: аяти а'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, говорит Всевышний Аллах. О посланник Аллаха Мухаммад, алейхиссалату вассалам, обращается: о Мухаммад, говорит, я не спаслал тебе Коран, говорит, а зикру здесь имеется в виду один из названий Корана. Я не спаслал тебе Коран для чего? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, чтобы ты разъяснил людям верующим то, что было ниспослано к ним, то есть, чтобы он разъяснил этот Коран. Вот это как раз делается вот в второй части хадисов пророка, алейхиссалату вассалам. Третья часть хадисов – это хадисы, которых в них рассказывается или устанавливаются те нормы шариатские, о которых не сказано в Коране открыто.
Например, в Коране Аллах Та'ala запрещает, аузу билляхи минаш шайторир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ан таджмау байнал ухтайни, говорит, садак Аллаху аль-азим.